Задолго до празднования Дня Великой Победы город Нерюнгри, как и вся страна, жил в предвкушении этого светлого и одновременно скорбного праздника. Подготовка к 81-й годовщине началась во всех учреждениях и предприятиях района, напоминая о подвиге нашего народа и важности сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо. Главные улицы города каждый год украшены георгиевскими ленточками, флагами и тематическими баннерами. Особое внимание уделяется ветеранам. Для них готовятся поздравления, открытки, а также оказывается необходимая бытовая помощь. Социальные службы и волонтерские организации работают в тесном контакте, чтобы никто не остался без внимания. Это один из самых главных праздников нашей страны, День Великой Победы, 81-й юбилей в этом году. В условиях не самых простых для нашей страны сейчас, которые мы проходим, наверное, вот по прошествию этих 81 года история цикличная, и мы опять вспоминаем те события, военные события, мы опять бьемся за свободу и независимость нашей Родины. В Нерюнгринском районе мы будем проводить 9 мая пышно, с достоинством и с благодарностью тем людям, которые отстаивали эту победу, с вниманием ветеранам, с вниманием нашим жителям. Постараемся подготовить красочные мероприятия, концерты, поздравления, детские площадки, чтобы люди действительно ощутили праздник Дня Великой Победы. Поэтому эта активная подготовка уже длится несколько месяцев, и она выходит на свою финальную историю. Центральная площадь города и парк имени Черяева станут главными местами проведения праздничных мероприятий. Городские службы подготовились, чтобы все в этот день прошло безупречно. Творческие коллективы выступят с концертными программами, посвященными Дню Победы. Песни военных лет, стихи о войне, танцевальные номера – все это призвано передать атмосферу той эпохи и почтить память погибших. В этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» продолжится в онлайн-формате. Сотни нерюнгринцев, вне зависимости от возраста, уже присоединились, отправив фотографии своих родных участников войны. Это одна из самых трогательных частей праздника, которая объединяет поколения и напоминает о неразрывной связи между настоящим и прошлым. А в День Победы запланировано шествие нерюнгринцев с фотографиями по главным улицам города. Достаточно давно началась подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Огромное количество мероприятий пройдет на территории города Нерюнгри, Нерюнгринского района. В этом году акция «Бессмертный полк» будет в офлайн режиме. Будут митинги традиционные и на мемориале Ника, и возле памятника 40-летия Победы, и где памятник воинам-интернационалистам. Традиционно в 12 часов в Центре культуры и духовности пойдет праздничный концерт. В этом году это будет такой музыкальный спектакль, в котором принимают участие и просто горожане, взрослые люди, и школьники, и, разумеется, творческие коллективы. Поэтому это будет новый спектакль, достаточно интересный и совершенно в другом формате. История о выпускницах музыкального училища, то есть хотелось и затронуть работу работников культуры во время Великой Отечественной войны непосредственно. С 2 часов начнется в парке культурная детская игровая программа с концертными номерами. Будет площадка, где выступят наши поэты из литературно-музыкальной гостиной. Разумеется, будет народный блок, где будут все коллективы творческие района и города принимать участие. Эстрадный блок. Вечером выступит команда «Фанки-манки». И ориентировочно к 22:00 состоится небольшое фаер-шоу, чтобы завершить праздничный день 9 мая. В этом году также состоятся инсталляции на территории возле Центра культуры и духовности, где творческие коллективы и предприятия нашего города примут участие в театрализованных тематических инсталляциях, где наши горожане могут пофотографироваться, поучаствовать и быть частью этого праздника. В парке культуры и отдыха с 15:00 будет концерт оркестра с нашими солистами, и в 15:00 состоится традиционная акция «Вальс Победы». Дорогие нерюнгринцы и гости нашего города, примите самое активное участие в праздновании 81-й годовщины. Библиотеки и музеи Нерюнгринского района организуют тематические выставки, посвященные истории Великой Отечественной войны, подвигам героев, жизни в тылу. Эти мероприятия помогают молодому поколению лучше понять масштабы трагедии и значение победы. Активно вовлекаются в подготовку школы и детские сады. Учащиеся рисуют тематические рисунки, пишут сочинения, выпускают стенгазеты. Во многих учебных заведениях проходят уроки мужества и просмотры документальных фильмов о войне.
Работа по подготовке к 9 мая в нашем образовательном учреждении включает в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств у детей, любовь к защитникам Отечественной и сохранение исторической памяти. Это рассматривание иллюстраций на военную тематику, чтение художественных произведений о подвигах наших прадедов, слушание песен военных лет и маршей с обсуждением и настроением этих произведений, участие в акциях «Бессмертный полк», проведение минут молчания, свеча памяти, окна победы. К этому привлекаются и родители, которые участвуют в этих же акциях. Такая работа позволяет нам улучшить, формировать у детей историческую память, воспитывать любовь и уважение к людям старшего поколения и к своей родине. К Дню Великой Победы готовились сотрудники детского сада, воспитанники и их родители. Все группы украшены поделками, организована выставка, а дети учат стихи и песни. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речь и беседы, это дедушкин альбом. Что такое День Победы? Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Был день победный, день весенний, мы вышли с папой на парад. Глядим, на улице веселье, шары и флаги у ребят. И ветераны с орденами у обелиска собрались. Стоят герои рядом с нами, те, что за родину дрались. Держали крепко автоматы, когда фашистов гнали прочь. России верные солдаты могли сражаться день и ночь. Салюты в праздник не смолкают, и радость воинов светла. Они ребят благословляют на мир и добрые дела. Когда на бой смертельный шли вы, отчизны верные сыны, о жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. Вы от фашизма нас спасли, вы заслоняли нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечном перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года. Поклон вам низкий до земли. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок к Дню Победы, за главный праздник всей страны. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. День Победы – праздник всей страны. Празднуют и взрослые, и дети, чтобы в мире не было войны. Человек земли за все в ответе. Пусть улыбнется солнце на рассвете и радостью прольется в каждый дом. Пусть веселятся дети на планете, и будет ясный синий небосклон. Больше 20 лет в столице Южной Якутии ведет свою активную работу литературная гостиная «Встреча». Творческое объединение посещают нерюнгринцы, которых объединяет любовь к поэзии и авторской песне. Кто-то пишет для себя, для своих близких и друзей, кто-то публикуется в местных поэтических изданиях, а другие на поприще стихосложения достигают немалых успехов. Литературная гостиная «Встреча» была организована с целью раскрытия потенциала молодых и талантливых людей. За это время многие стали мастерами своего дела, также многие связали свою жизнь с искусством. Каждый месяц в Центре культуры и духовности проходят тематические вечера. Поэты, авторы и исполнители принимают участие в городских и районных мероприятиях, в том числе в праздничном концерте в честь Дня Победы. Так, в литературную гостиную у нас сейчас
ходят и молодые поэты, и поэты в возрасте. И приятно то, что молодежь начала писать также стихи о Великой Отечественной войне. И в настоящий момент мы готовим строки, опаленные войной. Это будет литературная гостиная, которая пройдет 10 мая в 4 часа в Малом зале. И я бы хотела пригласить всех, кто любит ходить к нам на литературную гостиную. Приходите, пожалуйста, потому что будут выступать дети, будут читать стихи о Великой Отечественной войне наших местных авторов, таких как Натальи Александровой, Людмилы Носковой, Владимира Мухина. Хотелось бы сказать о том, что многие поэты, которые ходили раньше в литературную гостиную, нашей литературной гостиной уже 20 лет, да, и как бы они ушли в иной мир, но мы не забываем о них, потому что вот Владимир Мухин был ребенком войны, и у него очень много стихов об этом написано. И вот как раз дети будут читать его стихи. Также, в общем, у нас выступят на этом концерте наши постоянные лауреаты и дипломанты конкурсов «Берег дружбы». Это Дмитрий Пузиков и Ольга Сизых. Дима тоже постоянно пишет новые песни, и вот как раз в этот раз он представит свою новую песню, которая называется «Медсестра». Приятно то, что как бы у него есть такая тенденция, он всегда просматривает сборники и берет очень хорошие, лучшие произведения наших нерюнгринских поэтов. Мне бы хотелось сказать о том, что наше поколение должно помнить, потому что еще наши родители, у меня, например, отец, он в Японскую войну воевал, и очень много рассказывал об этом. Мама пережили трудные годы, когда они голодали, это было очень тяжело, поэтому мы еще помним это, и мы должны как бы из поколения в поколение передавать это нашим детям, нашим внукам и правнукам. Давно закончилась война, давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как памятные даты. Вам всем, кто вынес ту войну, в тылу или на полях сражений, кто защищал свою страну, поклон и память поколений. В преддверии Дня Великой Победы в Нерюнгри с концертом выступил хор Екатеринбургской духовной семинарии. Отметим, что это ведущий церковно-певческий коллектив, который включает в себя мужской хор и хор регенского отделения. Они принимают участие в богослужениях, ведут активную концертную деятельность. Наш коллектив состоит из студентов Екатеринбургской духовной семинарии, будущих пастырей, священников, батюшек Русской Православной Церкви. В процессе обучения в нашей школе духовной они приобретают знания, а также помимо этого они несут послушание в хоре мужском, и мы исполняем богослужение, песнопение за богослужением, участвуем в мероприятиях, в различных епархиальных, городских. Как видите, мы выезжаем за пределы Свердловской области, это отрадно. При поступлении в семинарию у нас проводится прослушивание каждого студента будущего, то есть абитуриента. Мы смотрим на его вокальные данные, слушаем, распеваемся, устанавливаем диапазон. Если студент будущий слышит ноты, может исполнить, то мы его зачисляем в хор. И в процессе обучения он развивается, слушает старших и приобщается к этому хоровому искусству. Репертуар у нас разнохарактерный, как в первую очередь духовный блок песнопений, потому что наш хор выступает на епархиальных мероприятиях, поет за богослужением, так и светская музыка, как советская классика, казачьи песни, песни о родине. Вот у нас ряд есть песнопений из репертуара группы «Любэ». Отдельную благодарность мы хотим выразить владыке Роману, архиепископу Якутскому и Ленскому, за гостеприимство, за благословение посетить замечательную богоспасаемую Нерюнгринскую землю уже во второй раз. Мы счастливы здесь находиться, и очень приятно
исполнять песнопения для публики вашей. Народ очень гостеприимный, радушно принимает, и это очень теплит сердце. Репертуар хора включает в себя богослужебное песнопение, духовную музыку, а также народные песни и песни военных лет. Это уже второй визит хора в Южную Якутию. В прошлом году артисты покорили сердца жителей Нерюнгри, оставив неизгладимое впечатление у каждого присутствующего зрителя. В Нерюнгринском районе проживает легендарный ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, один из последних фронтовиков Валерий Михайлович Спиридонов. Его военный путь начался в июне 1944 года. В прошлом году в качестве почетного гостя принял участие в праздничном параде в День Победы на Красной площади в Москве. Мне 99 лет. Я числюсь как участник войны. В армию пошел в 1944 году. Воевали с Японией. Я служил в городе Улан-Батор, Монголия. Нас перебросили на границу с Маньчжурией. 9 августа была объявлена война Японии. Значит, мы в составе полка перешли границу Маньчжурии и пошли, значит, прямым курсом на Пекин. Но по пути, как конечно, были сражения, правда, небольшие, потому что японцы уже сразу стали отступать. Первую же ночь они нас бомбили. Было много жертв в нашем полку, в том числе автобус санитарный вместе с врачом и его помощником были уничтожены. Мы остались без медицинского обслуживания. Но все равно нас оставили, да, мы, значит, прошли дальше, дошли до города Колгана, не доходя, вернее, города Колгана, там уже был у них сильный укрепленный район у японцев. И тогда, значит, наш полк перешел в наступление. Японцы, кто остались в живых, сдались в плен. Мы захватили этот район. Перегруппировались тут, раненых отправили в Улан-Батор, убитых, конечно, похоронили. И стали подвигаться к городу Колгану. По решению правительства, вероятно, нас остановили недалеко от города. Также там рядом была уже Великая Китайская стена. Нас тоже туда не пустили, потому что она уже стала, как говорится, военным трофеем китайской армии. Ну, короче, обосновались мы недалеко от города Колгана. И так прослужили там до окончания войны с Японией, до 3 сентября 1945 года. Но все равно нас потом оставили там еще, в Китае. Вроде того, что по борьбе, помогать китайцам бороться с местными, как говорится, там это бандитами. Как обычно после войны бывают мародеры, там да, всякие разные. Мы прослужили там еще до марта месяца 1946 года.
Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу хороший час заката у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Да, ни одного, наверное, в живых нету. Чему можно радоваться старости? То, что свободен, конечно, во-первых, так, сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю. А во-вторых, ну что, общественная работа. Я долго был в Совете ветеранов. Надо бы лучше, да некуда. От имени президента страны уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С нами сегодня Владимир Михайлович, поздравляю от души. Удостоверение. Служу России. О, Владимир Михайлович, молодец. Ну, он действительно любит жизнь. Вот, мне кажется, секрет его жизни – вот это любовь к жизни и желание помочь, желание что-то сделать. И вот он еще так поскромничал. Мы же помогаем СВО. Вот, мы каждую неделю по 500 рублей, вот, папа, я и Андрей, вот я 1500 перевожу в Севастополь, готовят там, ну, пищу, вот эти сухие борщи, вот это все. И вот мы помогаем вот с 22 года, наверное, с 23, в общем, ну, вот уже достаточно долго. Папа говорит, конечно, говорит, надо помогать. Если не трудом, так хоть денежкой. Надо, ну, что-то делать для того же поселка, для той же школы, для того же города. Надо, конечно, работать, работать и работать. Ну что ж, такова жизнь. В марте этого года Валерию Спиридонову исполнилось 100 лет. Сегодня это единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в Нерюнгринском районе. Для поздравления собрался полный зал гостей. Для всех присутствующих Валерий Михайлович – пример стойкости, преданности Родине, уважения к труду и ответственности перед людьми. Его жизнь, боевая и трудовая героическая биография – это живая история, честь, гордость и достойный пример для молодого поколения. Конечно, день. Меня тут растрогали до слез. Ваше мероприятие, конечно, очень понравилось все. Я хочу поблагодарить всех, которые организации и друзей, родных, да, всех, которые стали уже, ну, я не знаю, частью нашей семьи, наверное, вот, за те добрые дела, которые они делают, потому что поддержка потрясающая. Вот, мы всегда чувствуем вот вашу эту заботу и благодарны очень. Юбиляр поблагодарил всех присутствующих за поздравления и подарки и сказал много добрых пожеланий своим гостям. Подготовка к Дню Победы в Нерюнгри – это не просто формальность. Это дань уважения тем, кто сражался за Родину. Это выражение нашей благодарности и признательности. Это возможность еще раз вспомнить о том, какой высокой ценой достался нам мир, и заверить будущее поколение, что мы никогда не забудем. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, обещают быть особенно значимыми. Нерюнгри готовится достойно отметить 81-ю годовщину Великой Победы. Праздник, который объединяет нас всех в едином порыве гордости и скорби, надежды и признательности.